Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Ближайшие полчаса о главных событиях этого дня. В полицию стали поступать заявления на еще одну компанию с признаками финансовой пирамиды. По Финику уже у нас несколько тысяч уже заявлений. По Френдексу у нас порядка 5 заявлений сейчас поступило. О ситуации в целом и что советуют делать вкладчикам, расскажет Салават Мухаммадуллян. Собраться в школу за 25 тысяч рублей. В том году мы покупали для 3-го класса на 1500. Сейчас для 4-го класса я купила 3500. Только рабочие тетради. Из чего складывается ажиотаж на школьном рынке, расскажет Наталья Мизина. Больным коронавирусом не приносят лекарства. Я одна с маленьким ребенком была вынуждена за лекарствами добраться сама. Нехватка волонтеров или больные сами не оказываются дома. В проблеме разбиралась Алия Хайрудинова. Вечная память. Она говорила, что только здесь ей очень легко дышится. Ушла из жизни главный редактор Тетюшской районной газеты «Авангард» Инга Сафарова. Какой ее запомнили коллеги, какой вклад она оставила. Рамиль Шайдуллин. Еще 3 основателей компании «Финико» получили статус подозреваемых. Сейчас готовятся документы для объявления их в федеральный розыск. Напомним, один из основателей компании Кирилл Доронин сейчас находится в СИЗО и готовится обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Тем временем в полицию стали поступать заявления от пострадавших уже компании «Френдекс». Сегодня в Общественной палате республики состоялась горячая линия по недобросовестным участникам финансового рынка. Что делать с пострадавшим и какие суммы фигурируют в уголовных делах, узнал Салават Мухаммадуллян. Люди получают. Почему я останусь в стороне? И я решила, что надо вкладываться. Кто продал дом, кто квартиру, а кто взял кредит. В интернете десятки историй вкладчиков финансовых компаний. Этим летом они посыпались, как карточный домик. Антарес, Финика, теперь еще и Френдекс. Одна за другой остановили выплаты. Сумма ущерба в некоторых случаях доходит до 17 миллионов рублей. Сейчас большинство из потерпевших боятся писать заявление, если посчитают, что это ничем не поможет. Такого ажиотажа на горячей линии Общественной палаты не было давно. Более сотни звонков за 2 часа. У всех одинаковые вопросы. Что делать и как вернуть деньги? Ответ один – идти в полицию. Лучше на Лобачевского 9 или в случае с Финикой, когда дело возбуждено, на Губкина 50. Сейчас в полиции по всей России тысячи заявлений от вкладчиков Финика. 650 из них в Татарстане. За последние дни еще 5 заявлений поступило от пострадавших в результате прекращения выплат компании «Френдекс». По нашим данным, 3 сооснователей компании «Финика» получили статус подозреваемых, когда этого их партнер Кирилл Доронин. Сейчас готовятся документы для объявления их в федеральный розыск. По данным оперативников, они сейчас за границей. Объемная работа ведется и по розыску имущества, отработки наших партнеров, так называемых. Естественно, большая работа проводится в отношении наших звездочников ненаглядных, которые считают себя, добросовестными получателями денежных средств. Думаю, что они заработали на инвестициях. Как сообщили в МВД, привлекать к ответственности будут не только основателей и организаторов, но и так называемых главных зазывал, топ-лидеров и главных бенефициаров. Все компании, о которых сейчас идет речь, еще в июне были включены в список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Сейчас в нем 2000 фирм. В список вошли и организации, действующие на территории Республики Татарстан, в том числе и компания «Френдекс». Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте регулятора. Отсутствие лицензии – это один из важных признаков пирамиды, который должен насторожить. Помощь в распознании финансовых пирамид и подозрительных организаций предлагают в Общественной палате. Мы хотим, чтобы был создан в республике, по крайней мере, институт, орган какой-то, какая-то приемная, где можно, в принципе, прийти и узнать. Вот мне предлагают ложиться в такую-то организацию, насколько она легитимна, насколько она отвечает признакам финансовой пирамиды. Мы хотим, чтобы об этом стало известно как можно большему кругу граждан. Возможно, в будущем это поможет избежать подобных ситуаций и остановить людей в их попытке легкой наживы. Салават Мухаммадуллян, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
В Татарстане за сутки еще 46 человек заболели коронавирусом, 15 из них госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки выявлено 21,5 тысячи новых случаев. В регионах ПФО по-прежнему лидирует Нижегородская область, 535 заразившихся за сутки. В Башкортостане 278, в Ульяновской области 275 заболевших, в Удмуртии 210, в Кировской области 125. В Татарстане привились 891 тысяча жителей, из них почти 703 тысячи получили вторую дозу. Не всем больным коронавирусом доставлять лекарства на дом. Им приходится нарушать самоизоляцию и самим идти за препаратами. К нам в редакцию обратилась жительница Казани и рассказала свою историю. Как поясняют руководители волонтерских штабов, все дело в нехватке добровольцев. Студенты отдыхают, а многие просто разочаровались в этой идее. Почему так произошло и как будут решать вопрос дефицита кадров? Ответы искала Алия Хайрудинова. Были назначены лекарства, но они мне не были доставлены. Поскольку родители живут у меня не в Казани, муж был в командировке, я одна с маленьким ребенком была вынуждена за лекарствами добраться сама. Эльвире Камаловой 2 недели назад поставили диагноз ковид. Врач выписал бесплатные лекарства, однако их никто домой не спешил доставить. Сказали забирать в аптеке. Насколько я поняла, нехватка волонтеров. То есть ждать я не могла, лекарства мне были нужны. И получила их сама. Казань. Город-миллионник. Сегодня в столице республики работает 12 волонтерских штабов. И на все 12 приходится всего лишь 150 волонтеров. Еще в декабре-январе их было больше 1000, то есть спад в 10 раз. А в день только в одном штабе Казани по заявкам приходится развозить более 60 комплектов лекарств. Руководители волонтерских штабов в этом видят несколько причин. Волонтеры сейчас, это в основном студенты иногородние, они уехали либо к себе домой, а те активные студенты именно города Казани, они сейчас участвуют на различных студенческих форумах. Есть такой момент, то, что, к сожалению, не всегда пациенту, который выписали лекарственный препарат, находится дома. Сегодня 5 адресов. Я вам дам ближайшие адреса, которые вам будут удобны. Лейла Хайрулина – студент медуниверситета, будущий педиатр и летом занимается научной работой, а в свободное время – волонтер. В день как минимум 3 часа на доставку лекарств. Вот только адресатов часто не бывает дома, жалуется она. И люди теряют интерес к этой работе. То есть они хотят помогать, они едут, но они разочаровываются и уже потом не приходят. Раз людей с диагнозом коронавирус нет дома, значит, они нарушают самоизоляцию. Вынуждены или нет, вопрос открытый. Только за один выход они могут заразить десятки людей. Ведь инфекция передается как воздушно-капельным, так и контактным путем. Сейчас в волонтерских штабах ведут активную работу по привлечению людей, готовых бесплатно помочь. Для этого достаточно обратиться в городской комитет по делам детей и молодежи или позвонить по номеру, который указан на экране. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Хлеб в закромах, уборка завершена. Сегодня Заинский район отрапортовал о завершении уборочной страды. Теперь будут печь каравай из нового урожая. Аграрии собрали больше 63 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 19 центнеров с гектара. Это один из самых высоких показателей в республике в этот засушливый год. На полях работали 53 комбайна. Заинский район традиционно в лидерах АПК. Горох ожидаемо 11 центнеров. Конечно, в целом район закончил 19,3 центнера с гектара. Это очень хороший показатель. Я думаю, это первый показатель на 100% товарность. Значит, мы 100% то, что намолотили, сдали, значит, новый элеватор. К другим новостям. В Татарстане в самом разгаре сезон подготовки к школе. И он в этом году родителей удивил. Цена на канцтовары, на импортную школьную форму за последний месяц выросла на 40%. Это эксперты связывают с трудностями поставок некоторых товаров и подорожанием материалов во время пандемии. И отмечают, предпосылки к подорожанию были еще в начале года. Итак, собрать ребенка в школу в этом сезоне стоит в среднем 25 тысяч рублей. Из чего складывается такая цена? Задачу решала Наталья Мезина. Если взять 12-листовую, то они сейчас подорожали на 2 рубля, как было до этого.
То есть раньше они стоили 4 рубля, сейчас 6 рублей. Вот такая арифметика сейчас на полках магазинов констоваров. Переплата в 2 рубля. И это только за одну 12-листовую тетрадь. Заметный рост цен давно подметил опытный глаз родителей. Покупали для 3 класса на 1500. Сейчас для 4 класса я купила 3,5 тысячи. Только рабочие тетради. Только рабочие? Только рабочие тетради на 3500. Ручки, карандаши, линейки, пенал. Тетради в клетку, в линейку, в косую линейку, дневники, цветная бумага, альбом для рисования, картон. Сейчас базовый набор для школьника состоит почти из 40 позиций, и сегодня он обойдется родителям почти в 2500 рублей. Добавляем сюда среднюю стоимость ранца, это почти 1000 рублей. Но, конечно, с таким набором ребенка в школу никто не пустит, ведь нужна еще и школьная форма и обувь. Что ж, отправимся за покупками дальше. Например, мне вот этот сарафан понравился. Отправляемся на вещевой рынок. Как говорят родители, цены здесь не так кусаются, как в магазинах. Да и выбора больше. Почем стандартный набор для девочки? Узнали у горожан. В зависимости от того, из каких материалов, там искусственный или что-то там, от 2,5 до 4 можно купить какую-то закрытую обувь, допустим. Для 1 класса вот сарафан, юбку, колготки, кофты, несколько штук. Вот. На какую сумму рассчитываете? 10-15, как нам Путин давал, вот этот день ей. Обувь, форма, рюкзак, бантики по минимальным ценам. Итого 10 тысяч рублей. Такую сумму единовременных школьных выплат российские семьи начали получать со 2 августа. Родители говорят, поддержка ощутимая и своевременная. С приходом денег вырос и спрос, отмечают продавцы. Первые дни мы очень плохо торговали, народу не было. Как только получили 1 августа деньги, все прибежали. Торговля стала все же лучше. Однако для покупки импортного товара родителям придется заплатить сумму побольше. Польша, у нас турецкие, вот они, так как доллар растет, они у нас подорожали нынче. Насколько? Ну, где-то на 30-40%. Августовский ажиотаж на школьном рынке традиционный, говорят эксперты. Ежегодно цены повышаются на 10-15%. На рост цен этого года повлияла и пандемия. Одни сэкономили на товарах, обучаясь в удаленном режиме. Другие нашли выгодные предложения в интернет-магазинах. Магазины меньше стали ходить. Ну, соответственно, людям сейчас невыгодно дешево продавать. Наценку стали больше делать, чтобы как-то вот выживать могли. Из-за пандемии многие производства в Европе приостановили работу. Отсюда дефицит некоторых материалов, а следовательно подорожание. Еще ситуация наложилась по логистике, разрыв цепочек поставки, особенно из Китая. Вот логистика, например, просто контейнер, если брать, за 1,5 года увеличился практически в 3 раза. То есть вот это же тоже ложится в конечную стоимость продукции. Первоклашек из нуждающихся семей традиционно поддерживает акции «Помоги собраться в школу». К ней уже присоединились предприятия городов, благотворительные организации и неравнодушные. Меня всю жизнь лицей учил человечности. И помощь мне обязательно нужна людям. Акция продлится до 1 сентября. Помочь может каждый. Наталья Митина, Игорь Романов, Светлана Шумкова, Максим Липин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Она других любила больше, чем себя. Сегодня в Тетюшах простились с безвременно ушедшей из жизни главным редактором районной газеты «Авангард» Ингой Сафаровой. Ей было 49 лет. За столь короткую жизнь она успела сделать много для своего района. Учила детей, бралась за социальные проекты, а последние 4 года возглавляла районку, в которой всегда писали о простых людях. Их Инга Сафарова считала главным богатством Тетюш. Как любимую Ингу Валерьевну провожали всем городом, увидел Рамиль Шайдулин. В кабинет никто не заходил с момента ее отсутствия. Эти стены словно осиротели. Сегодня в редакции «Авангарда» нет ни планерки, ни бурных обсуждений. Все осталось так же. И даже вот блокнот лежит, наверное, заложен на той странице, как и оставила. Ее называли душой редакции. Еще несколько дней назад Инга Сафарова работала над очередным крупным проектом. На столе до сих пор лежит приоткрытый блокнот, в котором она делала пометки. Но коварная болезнь перечеркнула все планы. Когда мы видели ее в редакции, она была очень веселой, счастливой, радостной. В этот день приезжал, насколько помню, министр культуры, и это была пятница. Она забежала в редакцию и ничего не предвещало вообще того, что
такое случится. Даже не верится. Кажется, что она сейчас выйдет. В последний путь ее провожает добрая часть города. Десятки людей, коллег, родных и просто знакомых. Не являясь тетюшанкой по месту рождения, она стала ей душой и сердцем. Инга Сафарова родилась в Узбекистане, но, приехав сюда, навсегда влюбилась и в город, и в его жителей. Она так рассказывала о тетюшах, о Волге, о силе места этого. И она говорила, что только здесь ей очень легко дышится. Работала учителем, затем стояла у истоков создания колледжа гражданской защиты. Потом яркая карьера журналиста. И за свой короткий путь большая часть жизни ее была посвящена образованию. Она удостоена награды за заслуги в образовании. И всегда она отличалась высоким профессионализмом и самоотдачей. 4 года Инга Сафарова возглавляла районную редакцию. При ней газета стала по-настоящему народной. В ней писали для людей и о людях. Она любила жителей этого города. Она говорила, что каждый житель достоин книги. Вот сколько жителей живет в Тетюшах, столько, говорит, у меня вот еще возможности написать о них. Она всегда в курсе всех событий. Она находила какие-то интересные сюжеты, ярко, образно писала материал. Однажды, полушутя, она сказала коллегам: если уйду, то пусть звучит музыка «Лестница в небо». Сегодня большинство пришедших на церемонию прощания отмечали: вместе с Ингой Сафаровой уходит и та замечательная часть жизни, которую они прожили с ней. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Тетюши. Молочный комбинат «Эдельвейс» в Казани запустил очистные сооружения на предприятии. Технология позволяет производственные стоки обработать в безопасную для городской инфраструктуры воду. Как производство становится экологичнее, покажем далее. Несколько часов, и вместо черной, разъедающей трубы смеси, чистая техническая вода. Современная немецкая технология приводит промышленные стоки в соответствие с требованиями законодательства. 4 ступени очистки. Сначала отходы производства очищают химическим способом. Затем в дело вступают бактерии и механическая фильтрация. В строительство очистных сооружений на заводе «Эдельвейс» компания «Данон» вложила 300 миллионов рублей. Это очень серьезный инвестиционный проект нашей компании. Но прежде всего это вопрос принципов компании «Данон». Это отношение к заботе об окружающей среде. Это вопрос снижения экологических рисков производства. Это вопрос экологической безопасности региона. Новый комплекс возвели менее чем за год. Такой темп не случайен. В настоящее время «Эдельвейс» перерабатывает до 200 тонн молока в сутки и планирует расширение производства. Без очистных сооружений это было бы невозможно. Очистные сооружения – это такой очередной посыл, что компания развивается, инвестирует в нашей республике, значит, она видит и перспективы развития. Каждый рубль и миллион, который вкладывается на экономику Татарстана, это капитализация нашей республики. Вот так нужно воспринимать. Задачи, которые решают наши инвесторы, они все работают на экономику нашу, на благосостояние нашей республики, наших людей. Строительство очистных – один из элементов комплексной программы развития молочного комбината. Так, за последние 2 года компания инвестировала более 200 миллионов рублей в дополнительную автоматизацию процессов, направленную на повышение качества и безопасности выпускаемой продукции. Поддали жару. Прокуроры поддержали пригрозившего уголовным делом своей управляющей компании казанца. Почему прокуратура взялась за Госжилинспекцию Татарстана и полицию, читайте в интернет-газете «Реальное время». В республике продолжают работу мобильные приемные партии «Единая Россия». По городам и селам курсируют 6 микроавтобусов, а побывают во всех районах. За 2 недели получено больше 2000 наказов. Все предложения жителей войдут в народную программу партии. Какие проблемы волнуют татарстанцев, услышал Рамиль Галиуллин. Первая остановка мобильной приемной в Кызылбайраке. Первый посетитель – жительница села Ильхамия Сыдыкова. Приезжает сюда на лето, но добираться неудобно. Свою просьбу она сегодня озвучила Александру Терентьеву. Ну, здесь же раньше пристань была, и ходили метеоры. То есть раньше в советское время каждый час ходят автобусы. Но опять-таки автобус он останавливает на трассе. Оттуда почти 3,5 километра пешком. Обратился к Александру Терентьеву и Сания Бурганова. Просит восстановить когда-то разрушенный мост до соседней деревни. Сейчас местные вынуждены ходить через овраг. Работник медицины, потом почтальон. Они сначала спускаются вниз,
А ведь временная года, где много снега, они утопают. Дороги, вода часто, что проблемы сегодняшнего дня, их пока не так быстро удается решать. А это соседняя деревня Шаланга. Здесь местных волнует большое количество бесхозных участков. Напротив моего двора давно заброшенный участок, огромная трава сухая. Она уже представляет опасность. Я поэтому пришел с таким вопросом, как бы решить это на законодательном уровне, чтобы как-то ускорить оформление в наследство эти участки. Разъезды по республике мобильные приемные начали 28 июля. С тех пор собрали больше 2000 наказов. Вопросов, безусловно, огромное количество. В разных районах они немножко разнятся, но есть вопросы, которые в целом присущи. На сегодняшний день много вопросов, касающихся дорог, дорожного покрытия к населенным пунктам, к удаленным населенным пунктам. Сообщить о проблемах и обсудить актуальные вопросы с кандидатами в депутаты смогли и мамадышцы. От имени работников бюджетной сферы пришла Венера Акбашева. Горожан беспокоит низкая зарплата. Очень большая текучесть в детских садах, в школах, техперсонала не хватает, жалуются на отсутствие, на маленькую заработную плату, в основном уезжают в Елабугу на завод. Такие встречи уже прошли в селах Средние, Малые Кермени и Верхний Ошма. Ожидаются еще 2 поездки по району. Уже объехали 4 района, вот сегодня очередной, наш родной Мамадышский район. Вопросы бывают разные. Вот мы сегодня сейчас находимся на территории леспромхоза, и, соответственно, много было вопросов по лесному кодексу. Бавлы с рабочим визитом посетил Айрат Фарахов. Здесь он осмотрел местное ЦРБ и рассказал о новшествах в сфере здравоохранения. Не обошли стороной и тему вакцинации. Я вижу очень серьезные изменения. Больница стала красивее, уютнее, коллектив более сплоченный. Мобильная общественная приемная приехала и в Набережные Челны. Встречу с жителями провела Татьяна Ларионова. Вопросов много. От реализации республиканских программ до тем благоустройства и здравоохранения. Хочется, чтобы все было в шаговой доступности, чтобы не надо было обращаться в республиканские больницы, в том числе в Казань, чтобы максимально все это было приближено к городу, к своему непосредственно дому. Все предложения татарстанцев войдут в народную программу партии. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Татарстан. В Казани в эти минуты играет спектакль «Под открытым небом». 3 вечера подряд в парке Горького можно посмотреть постановку бурятского режиссера Сайжин Жамбаловой «О чем поют деревья». В основе представления сказки 4 народов, проживающих в Татарстане. Что необычного на парковой сцене и почему рекомендуют приходить именно взрослым. Лилия Кашфарова с открытых подмостков. Мы находимся на Зеленой поляне в парке Горького. Сегодня здесь проходит долгожданный спектакль в формате Open Air «О чем поют деревья». Обратите внимание на декорации. Их возводили 3 дня. Они помогают рассказать про быт народностей, живущих на территории республики. Стоит отметить, что в Казани такие спектакли показывают нечасто. И было много технических сложностей со светом и звуком. Для актеров 2 часа работы на свежем воздухе требует больше энергии и сил. Это одна из самых ожидаемых премьер бурятского режиссера Сайжин Жамбаловой. Те народы, которые, как я понимаю, да, по истории, они на самом деле являются настоящие коренные жители Татарстана на этой земле. Мне казалось, это более чем интересно. И тем более мы общались с представителями этих национальностей, и для них это... как-то они восприняли эту новость с большой благодарностью. Мне показалось, что для них тоже очень важно. Посмотрите, сколько людей, все подготовленные стулья уже заняты. Люди подходят и присаживаются прямо на траве или смотрят стоя. Видно, что тема откликается. В республике проживает более 170 национальностей. Ценности схожие, и одна из них – уважение к природе. В основе сюжета мордовские, чувашские, удмуртские и марийские сказки. Представители этих народов есть и среди актеров. В труппе 15 человек из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. У меня, конечно, со стороны моей матери есть марийские корни. Но ведь марийцы, чуваши, удмурты – это люди, которые живут рядом с нами, вместе, рядом, но мы о них мало говорим. Знаем, совершенно практически не знаем их обряды. Поэтому это мне лично интересно. Это живое, это настоящее.
то, чем жили наши прадеды, прабабушки. И поднимать эту тему, вновь проживать это состояние и ощутить это на себе, для меня это ценно. Не только как для артиста, но и как для человека. Наш спектакль – это синтез культур народов, проживающих в Поволжье. Это 4 народа, которые преимущественно проживают в Татарстане, помимо русских и татар. И для нас большая честь вообще прикоснуться к их культуре и истории и изучить их. Спектакль «О чем поют деревья» – это один из сотни проектов Года родных языков и народного единства. Поразмышлять над глубокими смыслами можно до 13 августа, начало 18:30 на Большой Поляне в парке Горького. Лилия Кашварова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках. Всего вам доброго. До встречи. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Памятники Данила Мастер. Портрет бесплатно. 202 38 32. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. В Республике Татарстан дан старт 9-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Компания «Луидор», официальный дилер УАЗ, представляет новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач и выгодой до 165 тысяч рублей. Электропривод зеркал, подушки безопасности водителя и пассажира, сиденье с боковой поддержкой и подогревом, кондиционер, а также сигнализация с дистанционным управлением. УАЗ «Патриот». Настоящий внедорожник от 964 тысяч рублей. Только в «Луидор». Казань, Сибирский тракт, 59. 8 800 2002 402. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Сенсация! Впервые в Казанском цирке. С 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде узнаем после полезной информации. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца августа. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблаха и Азнакаево ожидается ясное небо и жара. Плюс 30-31 градус днем. Жара сохраняется в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 31. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше температурный фон выше 30-градусной отметки и без осадков. В Арске, Кукмаре и Балтаси температура высокая, 30-31 градус выше 0. Осадки не прогнозируются. В Болгаре, Дрожжином и Буинске будет сухо и очень жарко, плюс 33. Температурный фон повышен в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Днем до плюс 30-32 градусов. В пятницу набегут облака, но осадки не прогнозируются. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Известно ли вам, что грыжа может исчезнуть без операции? Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Об этом не любят говорить, но самодеградация грыжи возможна. Доктор Ост создает условия, чтобы позвоночник сам справился с проблемой и снова работал как новый. Грыжа, хроническая боль и скованность движений могут уйти без следа. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост.
В Казани ожидается ясный день и без осадков. Температура ночью около 20 тепла, а днем воздух прогреется до плюс 33. Ветер восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Магнитное поле Земли спокойное. Антициклон не сдает своих позиций и удерживает очень жаркую погоду в наших краях. А если верить приметам, 12 августа стоит обратить внимание на насекомых. Если они активны, а особенно кусачи, то ждите дождя в ближайшее время. На этом наш выпуск завершен. До свидания.